Привет. Валейкум ассалам варахматуллах. Добрый вечер. Чуточку подожду. Начну потом. Спасибо. Спасибо. Валейкум ассалам, Седана Дарова. Я давно не произносил ваши имена. Давно не виделись. Валейкум ассалам варахматуллах. Hello. Türkiye'den selam, из Турции selam, алейкум салам, teşekkür, добрый вечер. Дейлер салама шалху. Да, на кис, да, произнес. Спасибо, Чечен, спасибо. Победа или рай? Валейкум ассалам варахматуллахи ва баракатуху. Надзор, будешь во Франции на съезде? Да, буду. Елена Корсун, валейкум ассалам. Нет, я ни о каких конфронтациях не буду говорить. Все, что я сказал, пока этого достаточно. Седана Дарова, Анзор, знаем, что много работаешь, так что простительно не помнить. Нет, почему я помню, у меня память очень хорошая. Вот. Работать нам надо вместе. Марат Ильясов, я имя и фамилию эту произносить не буду. Он сказал, что вас он найдет. Но что-то долго ищет он. Ищет. Может ему карту дать или хотя бы показать в телефоне, что есть Google Maps, и дать координаты, не знаю, или компас дать. Да, начинается. Так, сейчас, секунду, я чуть-чуть подожду. Валейкум ассалам, маршал. Сейчас, секунду. В общем, так. Возможно, да, присоединяет, но я понял. Да. Бисмиллахи рахмани рахим. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Я приветствую вас всех. Очень приятно встретиться с вами вновь именно в такой радостный день. Вот, раньше не мог, сегодня звонили из Украины, интервью давал. В общем, просто не передать словами вот эту радость, действительно. Я сначала зачитаю, кто, наверное, не в курсе, вот, сегодняшнюю новость. Так вот, Верховная Рада Украины приняла проект постановления о признании Чеченской Республики Ичкерия временно оккупированной Российской Федерацией и осуждении совершения геноцида чеченского народа. За соответствующий проект постановления о заявлении Верховной Рады Украины о признании Чеченской Республики Ичкерия временно оккупированной Российской Федерацией и осуждении совершения геноцида чеченского народа проголосовали 287 народных депутатов. Вот, это сегодняшняя новость. Ну, конечно, как я сегодня в некоторых интервью говорил, конечно, хочется поблагодарить всех украинцев и всех тех, которые вот принимали вот продвижение этого проекта, подписывались, ставили свои подписи в петиции.
Вот, поблагодарить Верховную Раду Украины, которая продвинула вот этот проект и добилась этого. Вот. И, конечно же, хочется также поблагодарить всех чеченцев, которые воюют в Украине против русских оккупантов с 2014 года. И я считаю, что это заслуга украинцев, как я сказал, Верховной Рады, и тех бойцов, которые вот, воевали против русских оккупантов. И это заслуга также тех, которые с оружием в руках воевали против русских оккупантов у нас в Ичкерии. А также, конечно же, это заслуга наших лидеров, лидеров чеченского народа, которые отдали свои жизни вот в этой войне, навязанной России, вот, и отдали свои жизни на нашей родной земле. Это в первую очередь. Вот всех их хочется поблагодарить в первую очередь. А также тех, которые вот, приняли вот это участие в разной деятельности, в информационной, политической, а также на фронтах. Вот, всех их хочется поблагодарить. Ну и, конечно же, мы работаем. Это лишь начало, это первый шаг. Это не полное признание. Это лишь, как я говорю, это первый шаг. Дальше надо работать, не останавливаться. И дальше надо требовать другие страны, чтобы они признавали вот так, признавали независимость чеченского государства, как Чеченская Республика Ичкерия. Вот. Это очень важно. Это очень важно. Если и другие государства так последуют примеру Украины. И, конечно же, чтобы они все признавали геноцид чеченского народа, который совершила Россия. Ельцинская, путинская Россия. Вот эти две войны, в течение которых убито более 300 тысяч мирных жителей. Это геноцид. Нас убивали именно потому, что мы чеченцы. Что мы чеченцы. И сегодня продолжают вот, руками всяких марионеток продолжать убивать чеченский народ. То есть это касается могилизации, где вот эти марионетки, фамилии называть не буду, вот, насильно отправляют чеченцев на эту бойню, в это пекло, на убийство. Вот, и, как я всегда говорю, я, конечно, никогда не понимал и не понимаю тех людей, которые, сидя далеко от таких действий, боевых действий, посылают туда, куда-либо, в любую страну молодежь, без разницы, кто это и где они. Но мне еще хотелось подчеркнуть, а что сейчас будет делать Кадыров? Что он будет сейчас делать? Ну, марионетка, которая вот ненавидела вот эту форму, это само даже название Чеченская Республика Ичкерия. Вы помните, как в прошлом году они там выступали, снимали какие-то видео против Ичкерии и всегда вот так выступают против нашего государства. Вот какие будут его реакции на это. Так что это всего лишь начало. Всего лишь начало. Работаем, будем работать, и никто нас не остановит. Мы добьемся всего, чего мы хотели. Мы добьемся нашей цели. Иншаллах. Угу. Я почитаю ваши комментарии.
нас признали, что будет дальше? Нас пока еще не признали полностью. Мы сейчас работаем над тем, чтобы уже Украина официально признала Чеченскую Республику Ичкерия. То есть работа идет, нужно вести эту работу, продолжать ее. И как я сказал, это всего лишь первый шаг. Первый шаг. Это шаг Верховной Рады, которая была инициатором и вот продвигала этот проект. То есть собирала подписи, как вы знаете. Вот. А дальше уже само государство Украина, президент, вот, руководство Украины уже будет признавать наше чеченское государство. В смысле не признали полностью, чему я так радовалась. Байсангур чеченский, ва алейкум ассаламу ва рахматуллахи ва баракатуху. Марш Войлсоваш, скажи и про Муса, Ису Муса Амунаева. Аллах газет хобал дольцин, дойлицер масир амин, Аллах, амин. Аллах газет хобал дольцер. Ну, Ису Мунаева я знал лично, встречался, видел его дома у нас в Ичкерии, а также в разных странах, здесь в Норвегии, а также в Дании встречался с ним. Это человек, который воевал за наши идеи, за идеи чеченского народа, а также активно принимал участие в русско-украинской войне и погиб в Украине, погиб на войне. Галды Алволя. Чечен Анзор, если Зеленский подпишет признание Радой независимости Чеченской Республики Ичкерия, то это официальное признание от Украины. Да, конечно, сегодня президентом Украины является Зеленский, которого мы уважаем. Вот, и такое заявление от имени президента, вот, от имени руководства Украины, конечно же, уже будет официальным признанием. Сейчас, секунду. Так. Да. Еще можно вспомнить, что на инаугурации президента Чеченской Республики Ичкерия, это было в начале 1997 года, к нам приезжала, вот как я помню, парламентская делегация Украины. И возглавлял эту делегацию Вячеслав Черноволом, как я помню. Да, Черноволом. Ну и также приезжала делегация города Одессы во главе с мэром города Одессы Эдуардом Гурвицем. Да, Эдуардом Гурвицем. И в то время, уже в 1997 году, был подписан побратимский договор между Одессой и Чеченской Республикой Ичкерия. Это было в 1997 году. Так, ЮКН. Если нас признают, то разные страны, друзья Российской Федерации, не смогут
на нас вешать ярлыки бандформирования или террористов, не будут называть нас гражданами Российской Федерации, будут наши посольства, свое правительство. Но я не беспокоюсь за друзей Российской Федерации, там уже пару таких стран осталось. Вот. И все сегодня, буквально все, отошли от этой России. То есть люди в мире поняли, что такое Россия, что она несет и чем она грозит всему миру. То есть уже открыто заявляют политики России, так называемые, угрожают другим странам даже. И поэтому, следовательно, из-за этого у Российской Федерации не осталось друзей. И эта страна уже стала страной-изгоем. И даже политики в мире называют эту страну государством террористическим. И все это из-за действий Путина по отношению к нашим народам, по отношению к сегодняшним событиям войны против Украины, против украинского народа. То есть Путин добился этого сам. Конечно же, вот насчет, ты пишешь, будут наши посольства, свое правительство. Да, обязательно будут, как мы, чеченский народ, вернемся на свою родину, деоккупируем нашу родную землю, то, соответственно, по нашим законам мы должны будем провести выборы, общенародные выборы, избрать лидера, президента, а также парламент, правительство. И уже, соответственно, у нас будут очень хорошие отношения с государством Украиной. Будут наши посольства, как ты написал. Black Shark. Хороший вопрос. Анзор, почему Ичкерию не признали еще тогда? Потому что боялись России. Потому что боялись потерять отношения с Россией. Вот почему. И как мы помним, когда вот шли вот эти две войны, первая русско-чеченская, как мы называем, вторая русско-чеченская, весь мир боялся. Весь мир боялся, и никто нам не помогал, даже не заступался вот за вот убитых, тех людей, которые убивала Россия. То есть все это происходило под молчаливым согласием, таким согласием, дало согласие России на эти убийства. Еще один вопрос. Как можно получить паспорт гражданина Ичкерии? Но сегодня нет такой возможности. Нет у нас таких структур. Вот. Как я сказал, когда деоккупируем, когда у нас будет законная власть, когда мы вернемся и установим эту власть, вот тогда уже будут выдаваться паспорта гражданина Чеченской Республики Ичкерия. Пытаюсь успевать за вашими сообщениями, как всегда. Кстати, сегодня парламент Эстонии признал российский режим террористическим. Ну, представляете, вот, что это заявление поддержали 88 депутатов парламента Эстонии. Воздержавшихся или проголосовавших против этого решения никого не было, то есть 0. И это заявление было поддержано единогласно. Я еще затрону одну тему. Сначала
просмотрю ваши вопросы. Ну, сегодняшний эфир у меня будет короткий, я просто из-за этой новости, радостной новости, решил выйти в эфир. Адам, валикум ассалам. Анзор, поздравляю Ичкерию. Аллах беркат и амин, Аллах. Я уверен, и Волочок пойдет по этому пути. Нас таких здесь немало. Адам, очень приятно, Аллах рейсвил. Конечно, мы скоро уже освободимся от этой России, вражески настроенной, которая вечно вот веками нас убивала. И я уверен просто, что скоро народы Кавказа обретут эту свободу. Не только чеченский народ, но и ингуши, и дагестанцы, Грузия, весь Кавказ. Да, Чечен, вот да, я зачитал это заявление, эту новость о том, что 287 депутатов Верховной Рады единогласно поддержали независимость Чеченской Республики Ичкерия и признали геноцидом то, что совершала Россия против чеченского народа. Валейкум ассалам, Давид. Да, какая страна последует решению Украины? Ну, конечно, сейчас рано об этом говорить, но я считаю, что страны Балтии, Литва, Латвия, Эстония. Вот. И если они пойдут по примеру Украины, то, конечно же, все это в нашу общую копилку, это наша общая победа. Это будет победа балтийских стран, Украины, нашей чеченской победы. Анзор слышал про Аджнад аль-Кавказ. Они приехали в Украину воевать против русских. Ну, насколько я знаю, не Аджнад аль-Кавказ поехал в Украину. То есть, как я знаю, как у меня есть эта информация, как мне передали. Вот. То есть, да, действительно, чеченцы поехали в Украину. Вот так это будет правильно. Валейкум ассалам, рамтуллах баракату. Расскажи свое мнение про Приднестровье. Ну, какое мнение? Там пока влияние России, вот. Откуда она должна уйти? Вот такое мое мнение. Так, валейкум ассалам, beginner of science. Анзор, признательно оккупирован территории Астах, неплохо. Ичкерия, независимость, признать Яняц, вот документ, что дипломатические отношения, что Хайтурьяц должен. Не с Бога, само Бог, признание Яцы, но Цанкепа и признание Емою, царь от стяха документа. Я за модой Чеченская Республика Ичкерия, так и за мою признание. И что в таком формате голос. Анзор, где можно приобрести такой флаг, как у тебя, цвет идеальный? Это я раньше рассказывал про этот флаг. И этот флаг шила моя сестра, их было два. Один флаг вот здесь висит у меня. Второй флаг был у отца, у президента Чеченской Республики Ичкерия. Вот. И те фотографии, когда его
убили 8 марта 2005 года, когда русские показывали вот эти фотографии, и там был виден этот флаг. То есть это был второй флаг такой же. Тут еще несколько моментов, наверное, озвучу я по поводу признания независимости. Как я буквально недавно говорил в своем видео, что Борис Ельцин произнес знаменитые слова: берите суверенитета сколько хотите, и мы объявили свою независимость и начали строить наше государство, чеченское государство под названием Чеченская Республика Ичкерия. И потом уже Россия пыталась создать такой очаг внутри нашей республики со своими провокационными действиями. Они мечтали, чтобы чеченцы пошли против чеченцев, а они не пошли в 1994 году. И Россия уже начала открытую агрессию в 1994 году. Вот тогда, в то время, мы выстояли, победили в этой войне. Потом Путин пришел с новой войной, чтобы выдвинуть себя в президенты России. То есть на нашей крови он пришел к власти в России. В общем, когда завершилась Первая русско-чеченская война, это было в 1996 году, мы подписывали Хасавюртовские соглашения. Это была капитуляция России. Мы эту битву, войну, Первую русско-чеченскую войну выиграли, смогли выиграть. Затем подписывали мирный договор, а также другие соглашения. Кстати, я присутствовал на этих встречах в Москве и на других встречах. И в этих документах, что я хочу сказать, Россия подчеркивала, что навсегда отказывается от применения и угрозы применения силы при решении любых спорных вопросов. И такого уровня договора у нас не было никогда. То есть в нашей истории это был первый документ, который был подписан в мае 1997 года. В том же году, в 1997 году, мы провели выборы, свободные, демократические выборы. Все это чеченцы помнят. И я помню поздравительные телеграммы, они у меня есть сегодня, где сам президент Российской Федерации Борис Ельцин поздравлял нашего президента с его избранием на этих выборах в 1997 году, а также поздравляли губернаторы и другие чиновники России. То есть во всех этих поздравительных телеграммах они писали, что поздравляют президента Чеченской Республики Ичкерия. И знаете, наша победа в то время еще заключалась в том, что Ельцин сказал такие слова, что он подписывает этот мирный договор, который был подписан 12 мая 1997 года, подписывает с президентом Чеченской Республики Ичкерия. То есть получалось фактически, что он признает нашу республику, то есть признал. Это было первое признание, скажем так. Первое признание. Я имею в виду официально, тем более от воюющей стороны. Была капитуляция российских войск в 1996 году, а потом уже признание Чеченской Республики Ичкерия в 1997 году от воюющей стороны. Здесь Файтер. Мы не первые, Грузия и Афганистан были первее.
но это такое приятно, что голосовал не зря за петицию. Думаю, другие страны поддержат. Да, я надеюсь, что другие страны поддержат вот эту идею признания независимости Чеченской Республики Ичкерия. Это будет общей победой. Победой над Россией. Анзор шейтан хуйтрен шею кабаш бия нохчима таали сойсовуш кечана хозилалу ду со хайнца баш бир болшу баштан резавусо. Я дама дуагцин адам хельчани дейлахвиш коман уэляшхел волш. Я дам дала соцунс бол барезу, соцунс башт барезу, соцун улли хватта резу. Харцу швеги, харцу лило швеги, ца держан тяхверли, ца хиболнах, ца либерерши, болнах буйсун, ца барт биес, цунах я барта хельбац. И что это? И что это? Теперь похожее обращение нужно сделать нашими активистами в адрес Польши, Лондона, США, Литвы, Латвии. Я сейчас не буду, конечно, говорить, потому что есть также и противники всего этого, все нашей работы. Вот. Но работа проводится. Уже механизм запущен. Вот. И дальше уже будет то, чего даже вы, может быть, и не ожидали. Так что ждем новостей. Тут много пишут про поздравления, то есть поздравляют с этим днем. Еще раз благодарю, спасибо, очень приятно, это действительно такой радостный день, вот не передать даже словами. То есть вся работа, которую мы все проводили, она была не зазря. И это показывает на то, что мы не должны останавливаться. Это вот дает нам стимул, вот такую надежду, что есть справедливость, она есть, она будет. И показывает на то, что мы должны работать, еще больше активизироваться. Ладно, что с Кадыровым делать? Будет интересно услышать вам, да. Ну, что я поделаю? Пока он занят там тиктоками. Сейчас некоторые люди используют Украину вот для таких тиктоков. Снимают там фотографии, вот, как я говорю, разные куски видео о своем участии в войне. Вот. Хотя там совсем другая ситуация. Вот. Он занят этим делом. Там что-то, какие-то там события происходят в Мариуполе. Но сейчас я все это говорить не буду, потому что отношусь к этому как-то, ну, с улыбкой. Вот, я про Мариуполь. То, что он отправил своих там туда. Вот, тиктокеры. Да,
вернусь к тому, что мы будем с ним делать. Да что мы с ним сделаем? Но это даже не личность, это что-то такое, о чем вообще не надо и говорить-то на самом деле. Да, мне самому неприятно о нем говорить. Там. Просто если я говорю, то говорю, чтобы и украинцы знали, кто он, и чтобы другие люди знали, кто он и что он из себя представляет. А на самом деле ничего. Это, как говорится, ноль. Вот. Наверное, я, скорее всего, лучше всех его знаю. Так, конечно же, мы вернемся и будем судить тех, кого надо судить. Вот что будет. Ва алейкум ассалам ва рахматуллахи ва баракатуху. Муслим Вильно. Я недавно нашел фото президента ЧРИ Аслана Масхадова и Яхаяда Идигова в польском парламенте, кажется, 98 год. Были какие-нибудь позитивы после этого? Да, я помню эту поездку в Польшу. Вот. И, конечно же, были позитивы. Мы делали все, что было возможно, то есть наше руководство проводила такие встречи в разных странах, не только Польша. Это первая поездка была в Саудовскую Аравию. Я помню, мы там встречались с разными шейхами, с королем Саудовской Аравии. Затем были встречи в Лондоне с Маргарет Тэтчер, даже с лордами. Наше руководство проводило вот эти встречи в Соединенных Штатах, в Вашингтоне, Нью-Йорке, вот, в Турции, с руководством Турции, вот, и также ряд других стран. То есть, конечно же, с этого была польза и позитив. Но, конечно же, ситуация вокруг нашего государства, Чеченской Республики Ичкерия, все это зависело от настроения руководства России, от этого государства, нашего соседа, подлого соседа. Вот. Если бы не война, конечно же, если бы не те провокации, которые проводили их спецслужбы на нашей территории, вот, то мы встали бы, скажем, на ноги, вот, и жили бы лучше, чем, конечно же, сегодня, если бы нас оставили в покое. Федор Герасимов, Анзор, ждем в гости опять в Украину. Конечно, обязательно. Обязательно. Просто тут надо провести кое-какую работу. Обязательно будем в Украине. А так я связь не теряю, можно сказать, чуть ли не каждый день на связи с нашими бойцами, а также с политиками Украины. Ва алейкум ассалам. Ва алейкум ассалам ва рахматуллахи ва баракатуху. Посмотрю, пропустил я что-либо или нет. Так, что я еще хотел сказать? Я постараюсь еще даже фотографию найти. Покажу одну фотографию. В
Вы все знаете ситуацию с нашей сестрой Аминой Герихановой, которая сегодня находится в такой тяжелой ситуации. И Румыния, как они уже говорят, хочет депортировать ее в Россию. А мы знаем, что произойдет, если она будет депортирована. Это та наша сестра, которую когда-то пытали эти марионетки, путинские пехотинцы. Вот, я просто сначала покажу вот эту фотографию. Посмотрите, это ее сын, как я знаю, находится сегодня в Австрии. Вот, если плохо видно. Может, вы видели эту фотографию. Он стоит на митинге. И у него в руках плакат. «Верните мою маму», пишут. Вот, написано на этом плакате. Я хотел бы попросить вас всех, и кто будет смотреть это видео, чтобы люди вышли на митинг в поддержку нашей сестры и требовали, чтобы ее отпустили, вызволили из тюрьмы, в которой она сегодня находится в Украине. Вот. Я считаю, что это наш долг. И вы, наверное, в курсе, что такие митинги будут проходить в разных городах Европы, и они уже проходят. Насколько я знаю, завтра должен пройти митинг в Париже. Я призываю всех наших братьев, сестер, наших друзей, вот кому не безразлична ее судьба, чтобы все вышли на митинг. Выходите, потому что такое же может произойти с любым из нас. С любым из нас. Мы должны помогать друг другу. Это наш долг. Долг как человека. Человеческий долг. Вот. Очень я даже больно смотреть на эту фотографию. И представьте такую ситуацию, если мать будет отправлена, и если она будет депортирована на территорию Российской Федерации, то есть этот мальчик, ее сын, может потерять свою мать. Ради нее, ради ее сына, ради Аллаха, я прошу вас, встаньте рядом, выходите на митинги. Это нужно делать по разным таким случаям. По всем случаям, которые касаются нас. Мы должны выходить на митинги. И с этого будет польза. Если мы покажем, что мы выходим на митинги, выходим сотнями на митинги, то ситуация может измениться. Мы можем требовать уже, чтобы они решали этот вопрос. Аллах Цундуха Ардул Води и Аллах, я Кривалах, вообще Одади что-то вам. Джохар Дудаев, абсолютно согласен. Сейчас заигрывает. Давай я так коротко скажу тебе. С этими паспортами, с выдачей паспортов, там продаются паспорта эти, и с выдачей орденов, что есть неправильно и незаконно. И как ты пишешь, я абсолютно полностью согласен, ты пишешь, паспорта Чеченской Республики Ичкерия будут выдаваться тогда, когда Ичкерия установит полностью юрисдикцию на своей земле. Так оно и есть. Муслим Вильно Амина, то есть Гериханова, нашей сестре, о которой я сейчас говорил, Муслим спрашивает,
она в Украине или в Румынии. Она раньше была в Украине, но она уехала и сейчас находится в тюрьме в Румынии. Алейкум салам, Амирхан. Спасибо, спасибо. Здоровья хватает для работы, это самое главное. Таиса Дуева, конечно, Анзор, и мне жаль, что если не смогу быть на съезде 26 ноября. Ну да, кстати, насчет съезда давно не проводил эфира, давно не говорил на эту тему. То есть был занят, поэтому не мог выходить в эфир. Да, 26 ноября в городе Страсбург во Франции пройдет съезд сторонников независимости чеченского государства. Алейкум ассалам. С Казахстана пишут. Такси 8. Как они могут экстрадировать человека в страну, режим которой признан террористическим? Не значит ли это, что Румыния тоже спонсор терроризма? Не скажу как, что спонсором, но получается, что и поддерживают как бы. То есть не учитывает, как ты говоришь, что в этой стране, то есть в России, сегодня правит путинский режим, который на самом деле признан террористическим. Вот. И мы знаем вот про эти пытки, убийства простых людей, даже в их тюрьмах. Людей убивают. Вот. И Румыния, никакая другая страна сегодня, я считаю, что не имеет права полностью, вот, уверенно говорю, что не имеют они такого права депортировать кого-либо в ту страну, где их могут убить. Это уже противозаконно. Так, Майрбек Жолдабекович. А на этом съезде могут участвовать жители другой страны? Да, конечно. Там будут не только чеченцы или ингуши, наши братья. Там будут и другие представители других народов. То есть мы приглашаем всех. Всех. То есть как наших друзей, как соратников. Так, Барс, Анзор, брат, вы будете переименовывать столицу Ичкерии, а то грозное русское название. Столица Ичкерии сегодня это город Джохар, то есть уже давно переименован.
Мелхибор, Санзор, брат, как идет процесс подготовки к съезду? Дата может быть перенесена или это точная дата? Я сегодня, на сегодняшний день, да, это точная дата, да, это точное место, то есть Страсбург, 26 ноября сего года. А насчет подготовки, подготовка идет, работаем. Барс Джохар — это отлично и достойно. Конечно, мы любили и уважали нашего первого президента Джохара Дудаева. Аллах Азат Поблагодарен. Вот в честь него, нашего первого президента, был и переименован город. Раньше он был Грозный. Вот я говорю, что Джохар-Гала, город Джохар, давно переименован. Так оно и есть. Джохар Дудаев, нет, он родился у нас, не в Казахстане. Не в Казахстане. То есть президент Чеченской республики Ичкерия тоже Аслан Масхадов, он и другие наши президенты, вот они родились в Казахстане. А Джохар был старше, и, насколько я знаю, вот он родился у нас на чеченской земле. Мелхи Борс Аминьяла. Да, Макс в Казахстане родился. То есть, нет, ты написал Джохар, просто я отсюда не увидел. Нет, Джохар родился у нас дома, на чеченской земле. В общем, сколько мы тут уже? Сейчас, секунду. Ну, по поводу этих тем, если у вас есть еще какие-либо вопросы, то буду рад ответить. Мне сейчас надо будет уже работать с кое-какими документами. Я, конечно же, еще раз повторю те темы, которые я сейчас обсуждал, говорил. Вот. И уже скоро уже пойду. Валикум салам. Когда будет освобождение Ичкерии? На чем будет основываться право, суды и закон? Валикум салам. Конечно же, мы не собираемся менять то, что было. Я считаю, что мудрее и умнее на сегодняшний день и нет, чем Джохар Дудаев, чем другие наши лидеры, которые все они поочередно отдали свои жизни на пути Аллаха, ради нашего народа. Вот это были действительно мудрые, умные, мужественные, самые лучшие из нас. Вот. И мы не можем что-либо изменять в этом, я считаю. Что касается нашего государства, названия, флага и так далее.
Но, конечно же, мы будем продолжать их путь. Путь, конечно же, учитывая, что мы мусульмане и что мы чеченцы. То есть это государство будет чеченским государством. Кстати, Барс, про Фархада, вот сегодня ко мне приходили, мы говорили про нашего брата Фархада, наши зрители, наверное, знают, знакомы с ним. Это наш брат, который ведет YouTube канал, он блогер. Вот. Ты тоже ему передавай салам. Вот, от меня. Мы обязательно вот свяжемся с ним. Он мне звонил как раз в то время, когда я был в поездке, когда я встречался, вот у нас вот так не получилось. Вот, обязательно приду к нему в гости и даже не буду стучать в дверь. Его дверь для меня открыта так же, как и открыта моя дверь для него. Обязательно свяжемся, вот проведем эфир. Melchi Bors, Nzor hon ist dahwat ettubelha sondik na ostrua. Na osti dela tagana hasun ulachelchi, qivek ulachelchi, hosawashu. Так, суна хүйгер вошал диез, сун хүйгер на остал диез. Так, tagana so hana wastui ha washui dahaita Луардерсун, Далмулавы Вежрейду, Вой Цан Хираду Вегена, Дала, Тан Агенау, Вой Долштук Далмула, Талана, Вой Масара, Цатер, Кахиегдишту, Аллах Духи, Вой Ком Духи, Цашихум Халгаде, Канлил Ди Швоядат, Цацнах Карамбуа, Цацнах Карамбуа, Йомштун Ди Целаринц, أما تغن وي بوخش بوكوغ الله دحي قوم دحي بقبيس насчет помощи Фархада, что вы собираете помощь ЗСУ, вооруженным силам Украины. Это очень хорошо. Да, мы тоже тут стараемся, тоже собираем через своих людей, знакомых, вот, и отправляем эту помощь. И это наш общий долг. Все мы должны сегодня помогать тем нашим воинам, которые сегодня воюют против русских оккупантов. Мы должны продолжать эту работу. Аль-Фариси, Анзор, у вас есть ролики про Хаттаба? Да, есть. Вот. Я пытаюсь просмотреть, пропустил ли я какой-либо вопрос. Из Украины, из Черновцов. Добрый вечер. Очень приятно, что вы посетили нас.
Аль-Фариси на русскоязычных сетях мало про него, то есть про Хаттаба, на арабских, как террорист везде. Ну, как я знаю, как и вы знаете, Хаттаб был добровольцем. Он пришел воевать против русских оккупантов. Это то же самое сегодня, как если сегодня в Украину приедут какие-то другие люди, не украинцы, и будут участвовать в этой войне, и будут воевать против русских оккупантов. То есть таким же добровольцем был и Хаттаб. Вот. А, конечно же, для русских, вот, для Кремля все мы являлись террористами, бандитами. Но никак и никогда они не говорили, не называли вещи своими именами, то есть свою банду не называли террористической, которая убила более 300 тысяч мирных жителей. Вот кто были террористы, вот кого надо вот так называть, а не чеченцев или же тех добровольцев, которые туда приезжали. Это украинцы, это да, были арабы, были турки и другие, вот, ингуши, дагестанцы, азербайджанцы. Вот. Это были добровольцы. И это герои Ичкерии. Так. У Фархада сейчас стрим, да. Было бы хорошо к нему присоединиться, но сейчас я не могу. Хорошо, тогда я уже через минут 10 вот так пойду. Дочитаю ваши комментарии, вопросы. Потом возвращусь к тем вопросам, которые я затрагивал. Ну, прям все из Казахстана, да. Ну да, я вижу, что много. Аль-Фариси, Анзор, как лично связаться с вами? Ну, я здесь в описании своих видео давал ссылки на соцсети, скажем, Инстаграм или Фейсбук, как со мной можно связаться. Вот. И, пожалуйста, представься, а дальше уже я кому-нибудь поручу, чтобы решили этот вопрос. Так. Майербек, Анзор, я вам писал, вы мне не ответили в Фейсбуке. Ну, напишите еще раз, просто я вас уже прошу. Вот даже сейчас вы можете написать, представиться, а то сами тоже поймите, мне много пишут, мне много звонят. Вот. То есть мне приходится успевать везде. И сегодня у меня нет других, можно сказать, дел, кроме этих, которым, ну, сейчас я занимаюсь. Хорошо, Майбек, договорились, иншаллах. Teşekkür ederek, Allah razı olsun. Мы тоже с Турцией были и всегда будем. Иншаллах. Далее.
Ну, я уже, Макс, я примерно на такой же вопрос отвечал. Валикум ассаламу рамтуллахи ва баракатуху. У меня вопрос, как думаешь, если поменяется власть в Чечне на Ичкерию, что будет со всеми, кто относился к Кадырову? Ну, сегодня Чечня – это неправильное название. Сегодня Ичкерия оккупирована русскими оккупантами. Вот. То есть других названий нету. Нет такого названия Чечня. Я везде вот стараюсь корректировать людей, чтобы они называли вот правильно. Есть государство Чеченская Республика Ичкерия. Так, что будет со всеми, кто относился к Кадырову? Ну, конечно же, будет проведена огромная работа. Она и сегодня на самом деле проводится. Вот. Никто не уйдет от наказания. Потому что то, что они творили, у нас такого никогда в истории не происходило. Вот. И мы это обязательно сделаем. Никто не будет прощен, а будет наказан. Манзор, Казахстан с тобой. Да, я тоже с Казахстаном. Это уже, как сказать, ну, как я всегда говорю, подчеркиваю, это родина наших родителей, вторая родина наша, получается. Такси 8, Макс, он пишет другому, Макс тем, кто непосредственно участвовал в геноциде чеченского народа, не поздоровится. Мы просто не имеем права прощать таких. Не имеем права. Даже словом. Даже словом. Валейкум ассалам, Саваш, группа Дум Чараи. Анзор Аслан разы болды. Алла рейсур Саваш, Масейра дөрте Алла разы бол. Туркой махка халмудовой гулам хоқя. Пастя бюч буал бу нах қита қит. Нах шей ойл сайвюц. Так, и съезд хылыры, эцтях пайда гуацан. И что? Тут некоторые сообщения уже стирают, что читать не успеваем. Такси 8, дегду, Алла ресурсоваш, иншалла, выдала. Хорошо, тогда я, как и сказал, иду к завершению. Мелхиборс, хорошо, Алла ресурсоваш, хасхит. Сегодня я должен был встретиться с вами, высказать свое мнение, вот, свою позицию и чуть-чуть рассказать о том, что сегодня происходит. Вот, в следующий раз у меня, так спрашиваю, ну я даже не знаю, когда это будет. Следующий эфир. Но в последнее время очень заняты. Вот, каждый день телефонные звонки, встречи и так далее. Там.
В общем, перечислять не буду. Не успеваю. Ну, я как, не будучи блогером, часто в эфир не выхожу. Выхожу, когда вот определенно по датам там. Вот. И когда есть время. Анзор, так. Вы будете делать делимитацию прежней границы Ичкерии с соседями. Знаете, знаешь, брат, мы не ведемся на провокации, связанные с территориями. Мы никаких территорий не делим. Наше это наше, чужое это чужое, чужая территория. И, конечно же, мы сделаем так, что больше никто не сможет заигрывать с этим провокационным вопросом. И это то, что я сегодня призываю людей. Не надо вестись на эти провокации, потому что у нас нет времени, чтобы говорить об этом, обсуждать это. У нас есть вещи поважнее, чем вот эта дележка, потому что ни к чему хорошему это не приведет. Вот. И это в первую очередь, конечно же, выгодно русским. Кремлю, Москве. Вот. И не надо вот поднимать вот такие темы. Вот. Лучше поднимать тот вопрос, который важен нам, для всех нас важен. Это деоккупация нашей Родины. Это то, что происходит на нашей Родине. Вот. Вот о чем мы должны говорить. Вот над чем мы должны работать. Вот. А работы у нас полно. Мелхибас, ну я же говорю, я же не успеваю проводить эфиры. Я не блогер, занимаюсь другими вопросами. Но будем встречаться. Вот, тогда, раз сказал, надо идти к завершению. Ну, примерно так и получилось у меня. 10 минут сказал. The Strider, валикум салам, маршво. Дику алхамдулилlah, мокшала туарю, диким. Масобу саптагор налаваш. И еще раз вот напоследок повторюсь о решении Украины. Все чеченцы сегодня радуются, вот, друг другу звонят, поздравляют. Даже не чеченцы, вот сегодня очень много людей со мной связывались, вот, и поздравляли с этим днем, то есть с этим проектом, который приняла Верховная Рада Украины. То есть это первый шаг к нашей независимости. И сегодня Украина, вот, официально уже можно сказать, признает оккупацию Российской Федерации Чеченскую Республику Ичкерия. И те действия, к которым прибегала их армия, то есть совершала вот эти преступления, они назвали своим именем, то есть геноцидом чеченского народа. Вот. Это, считайте, шаг к нашей независимости. Шаг к нашей независимости. Мы обязательно продолжим нашу работу, не остановимся, работа ведется, не все здесь открыто говорится. Вы знаете почему, можете понять почему. Но мы продолжим свою работу. Скоро будут другие новости. И, конечно же, еще раз благодарю всех украинцев, которые подписывали эту петицию, поблагодарить Верховную Раду,
И, конечно же, наших братьев, которые сегодня воюют против русских оккупантов на украинской земле. Вот. И считая, что в первую очередь это их заслуга, вот их перечисленных. И заслуга наших братьев, которые отдали свои жизни в этой неравной схватке против российских оккупантов. Это наши амиры, это наши муджахиды, это наши лидеры, которые поочередно погибли, отдали свои жизни на пути Всевышнего за наш народ, за нашу идею. И мы обязательно продолжим этот путь. Сколько бы там сложно или трудно нам ни было, мы будем продолжать эту работу. Никто нас не остановит. Не остановит. И мы никогда с этого пути не свернем. Будем все больше и больше активизируемся в этой работе. Вот. И любая сегодняшняя победа в Украине, без разницы, какой батальон, какая армия или дивизия одержала эту победу, это наша общая победа. Потому что цели у нас одинаковые. Вот. Это победить вот этого варвара. Иншаллах, придет тот день, когда люди вернутся домой. Я знаю, я много общаюсь с простыми людьми. Вот эти поездки последние, множество встреч в разных странах, где старый, млад, со всеми встречался, вот, слышал вот, от них, вот, а когда? Когда мы вернемся? Когда мы войдем в Ичкерию? Вот, когда освободим нашу землю? И много у нас поступающей информации из дома, мы тоже всегда на связи с ними и беспокоимся за них. И ждем того дня, когда мы воссоединимся вместе, а мы обязательно это сделаем. Вот. Они тоже ждут этого дня, когда эта земля будет деоккупирована от этих фашистов и этих террористов и их прихвостней. Иншаллах, это произойдет. Вот. И затем еще раз скажу про митинги, которые проходят и пройдут в поддержку нашей сестре Амине Герихановой, которая сегодня находится в тюрьме в Румынии. Я призываю всех, кто слышит, кто услышит, чтобы все встали на защиту нашей сестры. Это наше общее дело, это наша общая боль. Каждый, кто может, должен встать, пойти на митинг. Это очень важно. Если мы покажем, что мы встречаемся, что мы массово выходим на улицу в поддержку других людей, то это даст результаты. То есть мы должны требовать, чтобы Румыния освободила нашу сестру. Я еще раз призываю ради Аллаха, ради нее и ради ее сына, который может остаться один сегодня в Австрии, чтобы вы сделали все возможное, выходили вот так на митинги, кто может, и оказали вот эту поддержку. Хорошо, тогда я завершаю и всех поздравляю. Без разницы, чеченцы, украинцы, это наше общее достижение. Наше общее достижение. Аллах рейс хульмасана. Всего хорошего. Было очень приятно вот, быть перед вами, вот, высказаться и читать вас.
отвечать на ваши вопросы. Аллах рейс вальмасан. Всего хорошего, берегите себя. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху.